Всем большой привет из Комы, ребят. Вспотел, пока ехал. Сейчас съехал вот по такому лесу между деревьев. Я загружен, вот столько досок загрузил, старые доски. Я дальше буду ехать по болоту. Сперва еду вот тут, поеду. Вот левее солнце от меня будет. Так поеду, потом перееду дорогу. И дальше по болоту, до шалаша. Вот, сегодня у меня в планах доехать до шалаша и там уже, в общем, небольшой ремонт сделать, посмотреть, что как, где-то, может, лапники надо, под маскировку там, сейчас по насту. Все это дело надо сделать. У нас есть примерно 3-4 часа. С утра видно, слышно везде бураны, снегоходы. Не теряет время, кто куда едет. Тоже уже подготовка к весенней охоте. Да и по насту хорошо стройматериалы возить. Слышно вот слева там бураны, снегоход там. Также на болоте Егор Васильевич, сосед, сегодня уехал, я видел. Вчера с ним виделись, говорю, кипяти чай, я к тебе заеду. Так что, возможно, через его шалаш я обратно буду возвращаться. Вот, ну примерно так, ребят, загрузился и будем скакать, ехать. Просто солнце съело этот снег и неровности очень капитально, конечно. Дорога, наверное, без снега переходить, а в остальном нормально, еще на болоте достаточно. Луж нету и снега много. Так, ну все, давайте, приятного просмотра. Так, ну что, снимать тут, наверное, очень будет нехорошо, так как волны и стабилизация будет плохая. Быстро не поедешь. Разгон даешь и скачет. Неровно. Прицеп остался. Тоже выскочит. Не понимаю. Вот так. Отсюда прицеп железный выскочил. Видите, ребят, этот фаркоп неправильный, что-то не то. Как вот это мог у меня выпрыгнуть отсюда? Капец. Этот гладкий. Вообще не понимаю. Ну все, самое главное, дорогу переехал. Там уже нормально, дальше поеду. Это после ягодника остается. Отпугивает птиц.
бывает. Везде такие вот пакеты, бутылки, он там тоже, я вижу, висит. Пчелам здорово, шалаш. Доехал. Тут вода. Кругом вода. Это все надо брать. Ну, еще будем здесь в этом году жить. Такую красоту я слышу. Вот так вот. Все дело. Ну, все нормально. Столик на месте, лавка на месте, пол тоже есть, печка стоит. Дрова, в принципе, здесь учила. Дрова можно немножко заготовить. Там дофига еще дрова, вон оно. Да, дофига. Так, давайте я сейчас расскажу, что у меня в планах сделать. Азартно недалеко такуют косачи, прям вообще идеально слышно. Вот тут палки у меня. В планах у меня было здесь построить новый шалаш. Но я что-то в этом году передумал и решил здесь немножко обновить. Обновление у меня будет... Прибил вот каркас такой, типа окошечко здесь будет. И эту сторону, наверное, закрою полностью. Вот тут. Здесь тоже половину крышу сделаю, чтобы только труба торчала и все. Вот. И эту сторону, наверное, может что-то прибью еще. Вот. Ну, такие планы. Да, чтобы вот дверь закрывалась. Вот тут доску прибью. И так, и так, и так, и так. Чтобы здесь окно для стрельбы было. И сверху такие дощечки буду ставить, ночевать, чтобы пленку также. А, забыл, у меня же еще крыша протекает. Ё-моё. Где-то что-то вроде капало. Надо крышу обновить. Вот это я рубероид не привез. Забыл. Вот это плохо. Вот это очень плохо. Вообще я про крышу забыл. Вроде бы течь была. Ну посмотрим, сейчас я быстренько этим займусь. Там уже включусь. Ну знаете, вот до открытия охоты еще больше месяца. На болоте уже практически не осталось снега. Этот снег растает, если не будет дождей, то все высохнет. И все в смарку, весь труд. Вот поэтому я уже как бы пока передумал постройки нового шалаша, добротного, хорошего шалаша. Хороший шалаш хотел строить, но пока так. Этот отремонтирую, годик еще. Этот сезон поохотимся, а там видно будет. Что-то у меня вообще настроение начало падать насчет весенней охоты. Честно, уже не первый год, не первая весна, когда охоту открывают, а вся птица уже перелет заканчивается. Не по сезону сейчас все идет. И охоту открывают поздно, и утки раньше летят, и снег раньше начал таять. Вообще как-то. Ладно, давайте. Как есть, так и будет. Сейчас пока в данный момент я займусь этим. Потом уже включусь, как все это сделаю. Потом уже покажу, расскажу. Будет интересно посмотреть, что получится. Так вот, ну, такой каркасик сделаю на скорую руку. Особо так заморачиваться не стану, чтобы красиво было или еще. Пару часов-то посидеть. Ну, как сказать, на охоте не замерзнем. Сейчас тебе расскажу, что я делаю. В общем, сюда прибыл доску. Здесь вертикально вот с двух сторон.
Ну и с этой стороны полностью закрыл. Полностью закрыл. Вот такой вот вид. Лишнее спилю. Хотел еще вот так, ребята, спилить, как сказать, прибить доску вот сюда. Но потом в лед стрелять будет неудобно. Бывает и утка сядет, стреляешь, и вдогонку еще приходится стрелять. И если сюда прибью, то будет мешать. Короче, не знаю, что делать. И с одной стороны, как будто нужно все это закрыть. И хотел еще потолок такой для крыши сделать. На крышу-то есть. Тоже будет места совсем мало. Вот так вот. Для стрельбы все мешает. Вот здесь крыша, если так будет, люк побольше нужен. Все это отменяется. Вот. Сейчас пилю лишнее. И подготовлю еще доски. 3 доски, наверное. Чтобы на ночь я буду сюда, вот эту сторону, доской тоже закрывать. Сверху потом пленкой. И можно так переночевать. Другого варианта у меня просто нет. Просто другого варианта нет. Так, ладно. Пока все получается. Вот эта крыша мне не нравится. Вроде здесь где-то какая-то течь была. Помнится. Может, и ошибаюсь. Но рубероид старый тут. Все надо менять. Так, все будет закрываться. В принципе, это я сейчас обрежу, все нормально будет. Доски. Еще осталось 3-4 длинных доски. Там еще 3. Вполне достаточно. Так. Сюда еще одну доску надо прибить как-то. Основное я закончил. Тут еще мне надо пленку принести. Кусок рубероида. Чтобы там посмотреть. И в остальном все. Не подумайте, что вот это все так замуровал. Нет, ребят. Это у меня все съемное. Вот. Это как бы в таком виде я буду коротать ночку. Вот. Так все закроется, везде щели. Вот это желательно тоже здесь чем-то пленкой или рубероидом закрыть. Вот. Сверху еще ночью я пленкой закроюсь. У меня раньше как было, вот все было открыто. Я ставил 3 таких доски, потом пленкой закрывался и все. А сейчас для печи вот такой вот сделал прорезь. Неустойчиво стоит. Надо выбрать место. Вот. Вот так, видите. Потом полностью закрою еще пленкой. Полностью. Полиэтилен вон там есть, на лучше новый принести. И в эти щели меньше ветра будет, как сказать, заходить. А ветер сильный, по ночам бывает дождь, ветер. Обычно еще с востока, когда идет. Вот. Есть столик. И в принципе дрова заготавливать сей год не стану. Это надо все сжечь. Рубероид тоже, берез-то есть, все есть. Но примерно так. Еще принести лапники. И можно уже уехать обратно. Тут дверь не закрывается. Эта конструкция просто так не собрать, не разобрать. Это такая фишка тут. Везде все закрыто, но как-то я умудряюсь это все собрать. Пусть так и останется пока. Вот. Но примерно так, ребят. Все готово. Даже неплохо получилось. Для стрельбы, вот скажем, с утра
Если днем сидеть, то только вот это переднее открыть, потом все лапником закрыться, а только стрелять по цели. А если ночью там, ну как сказать, по утру, когда еще темно, можно и выходить из шалаша, это верхнюю часть все это разобрать. Но это потом фильмы будете смотреть, весенняя охота, там как все будет. Вот. Разобрать, собрать буквально 2 минуты. Это все не прибито, ничего. Все собрал, убрал. Вот. Ну и для ночевки тоже все здесь пока нормально. И не понадобилось. Конечно, вот если сделать шалаш вот тут, у нас такой хороший. Если шалаш будет стоять рано или поздно, ну, как пойдет охота весенняя, тут уже вода появилась, вот тут. Если новый шалаш поставлю, я буду смотреть туда вдаль, слева как летает. А сейчас у меня обзор только вот на восток, на утреннюю зорьку. А на охоте обычно даже и вечером много перелетов. И вот когда смотришь туда, больше, ну, закат, солнце туда садится, и еще такое вот зарево, ну, я имею в виду вечернее, и еще больше можно садить. А отсюда у тебя, когда уже за спиной солнце, с этой стороны такой вот от леса тень, и вообще ничего не видно, быстро вечер заканчивается. Но зато с утра, когда солнце встает, то и наоборот с утра все лучше видно. Но начали вот эти года что-то наоборот, утки начали летать в основном вечером, а не днем. Сорок и ворон летали. Ладно, солнце уже жарит, надо собраться и сейчас быстренько лапник еще привезу и поедем. Я еще покатаюсь, наверное, вон там. Фу, так жарко становится. Я еще тепло идет. Но основное я показал. Там уже ждите весеннюю охоту. Ей еще пройдет хорошо. Вот. Ништяк. Еще простоит этот шалаш. Крепко стоит. И осенью еще пару шестов надо забить туда. И он будет еще держаться. Крышу отремонтировать. И в принципе пока там тоже все нормально. Сейчас печку, наверное, разберу, пока туда под навес поставлю. Вот. Ну, все, давайте собираюсь и поедем дальше.